Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. С 1 января 2023 года мобильные устройства и компьютеры, продаваемые в России, в обязательном порядке должны содержать предустановленные мобильные приложения. Поисковой системой для предустановки определен Яндекс. Среди других приложений для смартфонов и планшетов Яндекс.Браузер, Яндекс.Карты, 2GIS, Яндекс.Диск, почта Mail.ru, ICQ, голосовой помощник Маруся, новости Mail.ru, ОК Лайф, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, платежная система МирПэй, госуслуги, Мой офис документы и антивирус лаборатории Касперского, а также книжный сервис Литрес. Производители стационарных портативных персональных компьютеров и моноблоков должны будут предустанавливать Яндекс.Браузер, Мой офис и антивирус лаборатории Касперского. В перечень предустановки для производителей Smart TV вошли 13 программ, в том числе Яндекс, Рутюб, ВК-видео, онлайн-кинотеатры Иви, Премьер, Кинопоиск, Винг, Око, Море ТВ, Старт, приложение Первого канала, НТВ и приложение Смотрим ВГТРК. Закон о предустановке приложений – это не попытка изолироваться, а наоборот установить справедливые правила игры и конкуренции с иностранным бизнесом. После того, как ряд крупнейших иностранных производителей, таких как Apple и Samsung, приняли решение остановить поставки в Россию, Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта, то есть без согласия правообладателя. Чтобы предприниматели не оказались в ловушке и не подверглись административным штрафам за ввоз по схеме параллельного импорта устройств, на которых не предустановлено российское ПО, Минцифры подготовила проект соответствующего федерального закона с поправками. Всего доброго.